Этого дня юные сыктывкарские пловцы ждали почти полгода. Центральный плавательный бассейн закрыли на карантин еще 28 марта. Тогда толком никто не знал, насколько опасен коронавирус, и дабы не рисковать, воспитанников школы Олимпийского резерва распустили по домам. Мы занимались в Кировском парке, бегали, то есть не пропускали время так просто. У нас были тренировки на карантине, нам выкладывали, получается, тренировки, какие мы должны были делать, и мы делали эти упражнения сами. Плаваем, как беременные черепахи. Очень трудно втянуться пока что. В спортивной школе Олимпийского резерва в нескольких возрастных группах занимаются 622 спортсмена. И длительные перерывы чреваты для них потерей физической формы. Чтобы этого избежать, тренеры разработали специальные программы для занятий на удаленке. Каждый день скидывали через интернет детям тренировки, они выполняли, присылали нам отчет. И, конечно, спортивная форма потеряна, но физическую форму нам удалось сохранить. Несмотря на то, что в последние дни в республике наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, все-таки решение об открытии бассейнов принято и принято на самом высоком уровне. Плавание в бассейне не несет никаких рисков заражения ковид. За прошедшие полгода наука сделала достаточно много исследований в части, как себя ведет ковид во внешней среде, в том числе в воде. Доказано, что в хлорированной воде, именно такая вода у нас в бассейнах, вирус практически не безвреден и не размножается. Поэтому смело можете посещать бассейны. В ожидании снятия карантина в бассейне предприняли дополнительные меры профилактики и защиты. Приобрели аппараты для очистки воздуха, санитарные и кожные антисептики, а также все дезинфицирующие средства. Вода в бассейне никак пагубно не влияет на распространение вирусных инфекций любого типа. В некоторой степени даже наоборот она обеззараживает. Вода у нас с определенным количеством содержания хлористых веществ, допустимых и разрешенных Санпином. Поэтому всех зовем в наш бассейн, плавайте, занимайтесь спортом. Для спортсменов, школьников и взрослых горожан, желающих поплавать в свободное время, разработан специальный график. Большая ванна будет работать, как и прежде, с раннего утра и до позднего вечера. Руководство спортивного объекта прогнозирует аншлаг. Уж слишком долго любители поплавать сидели на карантине. Мы всегда начинаем свое утро с тренировки в бассейне. У нас сын ходит в школу Олимпийского резерва. Маленькая дочка плавает у нас в самой маленькой ванне. Поэтому, слава богу, у нас вернулся обычный вид жизни. Первые старты сезона в Сыктывкарском бассейне пройдут 9 октября на призыв спортивной школы Олимпийского резерва. Еще одна хорошая новость для жителей Усинска. Помимо открытия бассейна, здесь сняли запрет на деятельность спортивных клубов и фитнес-центров. Таким образом, к привычному режиму работы возвращаются все спортивные организации республики. Алексей Корчма, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.